Включаю запись и расширю экран. Share. Хорошо. Так, ну что, начнем. Сегодня такая у нас неформальная... Ой, что это такое? Стоп, назад. Неформальная встреча. Я хочу поделиться, да, своими какими-то наблюдениями о том, как в современном коучинге используются буддистские, да, принципы, какие-то буддистские постулаты, и как это может нам вообще каждый день помогать. Не всех здесь знаю, да, так, сейчас я вот так говорю. Вот, не всех здесь знаю. Меня зовут Заяна, я живу в Дании, я с недавнего времени коуч, да, с 2012 года работала стилистом, предпринимателем, развивала бизнес. В общем, с 2010 года волонтерю на учениях его святейшества Далай-ламы в Индии и в Европе, в Латвии, в Швейцарии. Вот. И вот с осени прошлого года начала обучение в Академии экспоненциального коучинга Михаила Саидова. Это канадская компания, канадская федерация коучинга. И это совершенно новое направление, о котором сегодня хотела рассказать. Да? И какой у нас на сегодня план? Расскажу про вот эту систему коучинга, про так называемое метакогнитивное программирование, да, то есть вообще метакогниция, что такое метакогниция, про буддийские принципы в метакогнитивном программировании. Сделаем несколько таких упражнений, да, практических, ну и если будут вопросы, то с удовольствием отвечу. У нас сегодня где-то 1,5-2 часа, да, вместе с вопросами. Вот. Если есть вопросы, вы можете либо включать, да, микрофон, задавать во время, либо записывать себе, и тогда в конце уже обсудим все. Вот, как удобно. Вообще так интересно, что вот, не первый раз слышу, да, что многие достижения, ну, условно достижения, да, то есть какие-то идеи, какие-то принципы, которые появились вот в коучинге и в психологии в последние 50 лет, они уже, да, существуют в буддизме уже тысячи лет. Вот. И только сейчас, поскольку удается это исследовательно доказать, сейчас это как бы, да, в научных кругах уже, ну да, какие-то принципы, о которых сегодня буду говорить, да, они уже тоже используются. Что такое метакогнитивное программирование и вообще почему, да, мы говорим о когниции, о мышлении, да? То есть мета, что такое мета? Это система для описания других систем. То есть работа с метамышлением – это работа не с тем, что мы думаем, да, а с тем, как мы думаем. То есть мы описываем для клиента его систему мышления для того, чтобы он ее понимал, и он в этой ситуации находится как бы немножечко так да, над своим мышлением, над тем, как он думает. И к чему это ведет, да, к каким результатам это может привести, тоже сегодня расскажу. Вот, начать хочу с того, да, вообще, почему мы сейчас находимся там, где мы есть, и что вообще для нас создает нашу реальность. Да. Во-первых, как работает наше мышление и как оно для нас, да, потому что реальность нашу создает именно мышление, то есть не внешние обстоятельства, а то, как мы думаем. Но вот эти обстоятельства, жизненные обстоятельства, в которых мы живем, мы находимся, какие-то события определенные, которые происходят, да, определенные люди, являются для нас некоторыми триггерами. Да, то есть вот эти обстоятельства, они триггерят нас определенным образом. Что значит триггерят? Да, значит, вызывают в нас какие-то определенные реакции. И
эти реакции связаны с определенными установками, которые у нас есть. И что такое установки? Да? Корневые установки, то есть это буквально набор там у каждого человека не очень большой. Да? И все наши мысли, они сводятся к каким-то конкретным 2-3 установкам о себе. То есть это мысли, которые мы себе сами повторили уже 1000 раз, и поэтому в них поверили. И это еще мысли, которые как бы доказаны обстоятельствами. Да? Допустим, может быть мысль, что мне все достается тяжелым трудом, и мне мой жизненный опыт это как бы доказывает, да, то есть я опираюсь на какой-то свой прошлый опыт, и поэтому я делаю такой вывод о себе. Но установки, они могут быть о себе, они могут быть о других людях, да, и они могут быть о мире в целом. Потом вот эти триггеры, да, почему какие-то обстоятельства нас триггерят? Потому что мы по поводу них думаем определенным образом. Да? То есть у нас в голове возникают некоторые негативные значения. То есть это мысли, которые описывают вот эти наши, да, жизненные обстоятельства в каком-то негативном ключе. И очень важно про себя знать, да, как я обычно думаю о каких-то, да, ситуациях. Допустим, когда я устала, да, или когда там ребенок мне не дает спать всю ночь, да, я утром встаю, и как я об этом думаю. Или что муж обещал там прийти пораньше с работы, не пришел, как я об этом думаю, да, потому что мы склонны думать, что кто-то или что-то влияет на наше самочувствие, но на самом деле на то, как мы себя чувствуем, влияет именно наши мысли, именно вот эти корневые установки и негативные значения. И вот эти вот мысли, они создают в теле определенную реакцию, да, которая вызывает эмоцию, эмоциональный фон. И у каждого человека вот этих корневых эмоций тоже несколько. То есть базовых эмоций, которые мы чаще всего испытываем в жизни. Да? И вы можете, да, сейчас себе ответить, попробовать, да, ответить на вопрос, какие 3 эмоции, допустим, на прошлой неделе, да, я испытывала чаще всего. Какие эмоции преобладают в моей жизни и какие эмоции доставляют мне дискомфорт. Да? То есть с какими эмоциями мне дискомфортно, от каких эмоций я пытаюсь уйти, да? От каких эмоций я пытаюсь избежать в жизни. И, значит, мы простраиваем, да, вот эту цепочку, что есть некие обстоятельства, есть наши мысли по поводу этих обстоятельств. Наши мысли вызывают, да, эмоциональную реакцию, эмоцию. Эта эмоция вызывает действие. Эмоция – это некий заряд в теле, да, который обязательно всегда выражается в действии. И если эмоция чувствуется плохо, то, как правило, мы реагируем 3 способами. Мы либо пытаемся всячески, да, от этой эмоции уйти, то есть если мне плохо, я могу пойти, не знаю, съесть что-нибудь вкусненькое, пойти что-то себе купить, как-то себя порадовать, да, то есть скомпенсировать эту эмоцию. Либо я могу начать, да, если я чувствую злость, допустим, да, или раздражение, я могу начать нападать, то есть это реакция на падение. И 3-я реакция – это замирание, когда мы, допустим, страх, да, страх часто вызывает замирание, когда я не могу ничего делать, не могу принять решение, не могу продвинуться дальше, я просто замираю, и прокрастинация, да, она во многом основана на этом. Вот, то есть таким образом вот эти эмоции, да, основные эмоции, которые мы чувствуем, они создают ключевые стратегии поведения. И если мы всю эту цепочку для себя выстраиваем, и мы четко понимаем, в каких ситуациях, как мы думаем, да, что мы чувствуем, какие основные эмоции испытываем, как это чувствуется в теле, как мы из этой эмоции реагируем, да, как мы действуем, то мы понимаем,
почему мы сейчас находимся там, где мы есть, да, потому что вот эти стратегии поведения, наши действия, они приводят к тому результату, да, который есть у нас сейчас. И для большинства людей вот весь этот процесс проходит на автомате, то есть мы не отслеживаем. И задача как раз-таки, да, работы с метамышлением в том, чтобы сделать этот процесс прозрачным, чтобы увидеть, что происходит на каждом этапе, и в конце концов увидеть, да, какие мысли руководят нашими действиями. Да, и, соответственно, какие мысли приводят нас к тому результату, который сейчас, и, возможно, к тому результату, который нас не устраивает, да, то есть к каким-то неустраивающим нас эмоциям, да, к раздражению, к злости, к обиде, к страху и так далее, соответственно, к реакциям. И вот что как раз-таки этот подход берет, да, из буддизма, так это ну, понятие о том, что сами по себе обстоятельства, то есть сама по себе реальность, она нейтральна. Да, что бы ни происходило, с каким бы человеком мы ни встречались, кто бы что нам не говорил, само это обстоятельство, оно нейтрально, и эмоциональную окраску этому придает мысль, да, то есть то, что мы думаем по этому поводу. И когда мы понимаем, что наше эмоциональное состояние, наши действия зависят не от другого человека, не от того, как складывается жизнь, что там произошло, удачи, неудачи и так далее, да, а от того, как мы думаем, вот здесь мы начинаем обретать, ну, власть, да, над тем, чтобы делать определенный выбор. Да, потому что в первом случае, когда мы считаем, что мы зависим от каких-то обстоятельств, фактически это, ну, состояние беспомощности, когда мы не можем проконтролировать, то есть мы хотим проконтролировать реальность, мы хотим проконтролировать другого, но поскольку мы не получаем желаемого, да, то мы чувствуем себя плохо. Вот, так здесь получается, что мы как раз-таки получаем, можно сказать, ключи от свободы, да, ключи от зоны влияния, да, ключи от той зоны влияния, где мы действительно можем что-то сделать, чтобы почувствовать себя хорошо. И вот что коучи вот этого нового направления, новое, потому что оно существует буквально 2-3 года, да, и я искренне верю, что у него очень большое будущее, да, потому что сейчас академия начинает такую прям экспансию на международный рынок. Раньше это была только русскоговорящая аудитория, сейчас это англоговорящая аудитория, испанский, французский, японский, вот, то есть, соответственно, я думаю, что в скором будущем, да, об этом уже будут очень многие знать, потому что качество результатов там совершенно другое. То есть это не стандартный, не линейный коучинг, это не работа линейно, когда ты ставишь себе какую-то задачу и работаешь только над поведением, да. И что они обещают, да, вот эти коучи? Они обещают то, что качество жизни в результате работы повысится в разы, и большая часть жизни будет проходить вот в этом состоянии спокойной радости, да, то есть там опять-таки вот это сходство с буддизмом, что конечная цель – это состояние мудрого, спокойного ума, из которого ты можешь делать уже качественные выборы, да, и действовать качественно, и, соответственно, получать качественный результат в жизни, да. Затем они обещают ну, какой-то, как сказать, масштабный очень результат, потому что вот эта работа с мышлением, она расширяет, да, границы возможного для тебя. То есть ты ставишь невозможные цели, ты идешь к невозможным целям, потому что ты знаешь, что все зависит от того, как ты думаешь. Клиент выходит на пик своей ментальной, да, и физической продуктивности, потому что ментальное связано, да, с физикой. И клиент становится несгибаемым и неудержимым. Что значит несгибаемым? Несгибаемым в плане обстоятельств. То есть никакие жизненные обстоятельства не могут поставить тебя на колени, да, условно. И неудержимым
или бесстрашным в том плане, что, опять-таки, тебя ничего не может остановить, потому что там нет страха, да, то есть там такая работа идет, когда минимизируется вот этот процесс, когда ты реагируешь, да, из страха, и ты не можешь действовать. Вот. Немножко попозже сейчас покажу тоже, как это работает. И что для меня самое ценное, так это то, что как результат ты получаешь ощущение свободы от внешних обстоятельств, и состояние вот этого радостного спокойствия, ну, которое, да, дает тебе возможность уже расти кратно и принимать качественные решения. И это касается всего, это не только профессиональный рост, да, это касается отношений в семье, это касается собственного здоровья, собственных, не знаю, там, пищевых привычек, стандартов мышления, образа жизни там, и так далее. И да, так. Сейчас мне казалось, что у меня был слайд. Нет, окей. Какие буддистские, да, принципы используются в работе? Ну, вот первый принцип – это про относительную и абсолютную реальность, да. То есть в буддизме есть понятие относительной реальности, то есть это реальность, которую мы воспринимаем. И в буддизме мы верим, что ну, в пустотность, да, то есть, грубо говоря, в то, что ничего условно не существует, ну, то есть все существует взаимообусловленно, все состоит из частей, и все существует номинально, потому что мы придаем этому некое значение, да, мы навешиваем вот эти ярлыки на вещи, мы создаем свой язык, да, то есть мы называем вещи какими-то именами, и потом к этому привязываемся. Так вот, относительная реальность – это как раз-таки вот этот вот момент про то, что обстоятельства нейтральны, да, а то, что мы думаем по поводу обстоятельств, и создает наш опыт. То есть фактически наши мысли, да, наши основные вот эти установки, они становятся самосбывающимся пророчеством. Потому что если я думаю, да, допустим, что я не успеваю, то есть бывает такая установка, что человек не может расслабиться, он постоянно что-то делает, да, и даже когда отдыхает, у него мысль, то есть он не может расслабиться, у него мысль, что я вот вместо того, чтобы что-то полезное делать, я там сейчас сижу, ничего не делаю, да. И вот эта мысль, она создает дискомфорт, она создает вот этот опыт, который чувствуется плохо. И если мы думаем так, то мы тоже знаем, что в таком случае нас ничего не может как бы ранить, да, извне. Нас может ранить, нас может заставить почувствовать себя плохо только то, как мы думаем, да, наши собственные мысли. И когда мы чувствуем себя плохо, так, у кого-то микрофон. Включен. Тиша, выключи, пожалуйста, микрофон. Ага, супер, спасибо. Вот, когда мы чувствуем, и почему мы чувствуем себя плохо? Тогда, когда мы сопротивляемся тем обстоятельствам, которые есть. Допустим, да, мои обстоятельства – это то, что у меня маленький ребенок, ребенку 2 года, и он то дома, то в саду, да, и я не могу контролировать, когда он заболел, когда не заболел, да, соответственно, не могу планировать что-то вот железно, да, и не могу работать так, как я привыкла раньше работать, да. Ну, то есть разные есть мысли, которые добавляет вот это чувство дискомфорта. Но я понимаю, что когда я думаю, что так не должно быть, что мне так не нравится, что я от этого устаю, я сопротивляюсь, да, тому, ну, реальности в том плане, что реальность – это то, что есть. Реальность – это всегда то, что дано, те обстоятельства, в которых мы уже находимся. И если я с ними начинаю спорить, не соглашаться и так далее, я сопротивляюсь. И вот это сопротивление, оно создает эмоции, да, которые чувствуются плохо.
И сопротивляемся мы потому, что у нас есть некоторые инструкции, да, к себе, к тому, какой я должна быть, какой должна быть мама, какой должна быть жена, какой должна быть дочь. Есть инструкции к другим, каким должен быть муж, каким должен быть партнер, да, ребенок и так далее. И инструкции к миру, как вообще в принципе должно быть. Да. И когда эти инструкции есть, и когда мы к ним сильно привязаны, и в реальности мы получаем обратное, это чувствуется очень плохо, да. И мы таким образом, именно за счет того, что мы как бы сцеплены вот с этими представлениями, да, с этими мыслями, с этими инструкциями, мы чувствуем, чем сильнее эта связка, чем сильнее мы себя с ними ассоциируем, тем больнее нам, когда мы, я называю это, бьемся об реальность, да, то есть когда мы сталкиваемся с реальностью, которая им противоположна. И на самом деле люди рождаются без инструкции по эксплуатации, да, то есть у нас рождается ребенок, и вне зависимости от того, как я хочу, чтобы он развивался, да, и так далее, он родился без этой инструкции, да, и мое дело только в том, чтобы принять то, как есть. И принять это не значит смириться, принять это значит понять, что это данность, да, и я могу выбрать то, как я к этому отношусь, и, соответственно, как я из этого действую. Да? И есть такая практика отделять обстоятельства от значений, то есть от мыслей о них. И обстоятельства – это всегда что-то абсолютно фактичное, абсолютно лишенное эмоциональной нагрузки. Допустим, случилась у вас какая-то ситуация, да, когда, там, не знаю, вы общались с партнером, вы поругались с партнером, допустим, да, и было что-то, да, что вас задело, были какие-то слова, которые вас задели. И когда вы об этой ситуации думаете фактично, вы думаете так, или говорите фактично, да, вы говорите, что окей, есть человек, да, он сказал там определенные слова, и эти слова для вас не имеют никакой эмоциональной нагрузки, да, то есть вы не цепляете на нее, на эти слова, свою дополнительную эмоциональную нагрузку. И тогда вы смотрите немножко как со стороны, как наблюдатель на это, да. То есть вы смотрите, что, окей, была такая ситуация, человек сказал, я по этому поводу подумала, и вы прям выписываете все свои мысли, которые вы подумали, да, по поводу этой ситуации. И это очень, это такой первый глоток свободы, когда вы понимаете, что то, что я подумала, это не 100% правда. И вы можете спросить себя по поводу каждой мысли, а правда ли это на 100%? Знаю ли я точно? Да? И, как правило, какие могут быть мысли, да, что он не уделяет мне внимания, он меня не ценит, я для него не важна, там, и у каждого свое, да. Но вы по поводу каждой мысли спрашиваете себя, правда ли это на 100%. Как правило, вы найдете хотя бы там несколько процентов того, что это неправда. Дальше вы спрашиваете себя, а как мне эта мысль помогает? Если мысль чувствуется плохо, она не помогает, да. Что вы упускаете, когда вы думаете, когда вы верите в эту мысль, когда вы с ней сливаетесь, да, вы выясняете для себя, что вы в этот момент упускаете. И дальше очень важный вопрос, а как мне хотелось бы, да, а как для меня важно, какие у меня есть ценности, на которые я могу опереться, чтобы в моменте, да, среагировать так, чтобы это привело меня к желаемому результату. Так, Кема, выключи, пожалуйста, звук. Вот. То есть это такая внутренняя работа, внутренний диалог с собой, который идет взамен вот этого автоматизированного процесса, в котором вы ничего не выбираете, и вы автоматом реагируете, автоматом чувствуете себя плохо, автоматом проваливаетесь в такие неконструктивные, да, реакции и действия.
То есть выход из этого – это как раз-таки начать это делать осознанно, начать видеть эти мысли, начать выбирать, верить в них или нет, цепляться за них, продолжать их думать или нет. И для себя определять, как я хочу, какие у меня ценности, что для меня важно, и как из этих ценностей я хочу думать, да, как я хочу из этих ценностей себя чувствовать, и как я хочу из них действовать. Вот. Вот это упражнение можно проделать с любой ситуацией, которая вот была там недавно, да, которая вас как-то выбила немножко, да, вывела из себя, как-то выбила из баланса. И попробуйте посмотреть, да, насколько вам помогает, когда вы на это смотрите как наблюдатель, да, со стороны, и вы отделяете факты от своих мыслей о них, да, и проводите вот себя по этим вопросам. Потом второй тоже принцип, то есть в буддизме, в принципе, есть, да, понятие об эго, о мыслях и о том, что мы, ну, условно, да, не являемся тем, что мы думаем, мы не что эго – это не я, да, и что я, в принципе, как такового не существует, потому что нет вот во мне, то есть я – это набор неких ментальных конструкций, да, набор неких ощущений, да, неких, то есть это обоняние, да, слух и так далее. То есть вот это все вместе составляет меня. И эго или ум, или мышление, да, это только часть. И более того, это не только не я, но я скорее тот, кто наблюдает за своими мыслями, да. И когда большей частью мы сливаемся с мыслями. Что значит сливаемся? Это значит, что когда мы подумали, у нас пробежала мысль, мы в нее верим, и мы считаем, что это правда. Да? И поскольку мы верим, что это правда, ну вот некоторые мысли, да, некоторые установки, они чувствуются так плохо. Представьте, да, что когда мы вообще, в принципе, когда мы о чем-то думаем, когда мы находимся в голове, мы перестаем ощущать тело, мы перестаем ощущать физически, да, тело. Если мы сфокусируемся на кончике носа, то мы перестанем ощущать ноги. То есть у нас мозг не может находиться в двух местах одновременно. Да? Это только в ходе долгих лет медитации можно обрести вот эту способность, когда ты можешь, да, чувствовать и концентрировать внимание так, чтобы ощущать хотя бы там две части тела. Да? Но это большая работа. Как правило, нет, мы концентрируемся на чем-то одном, и мы чувствуем тогда только это. И в этот момент мы забываем, что я-то вообще-то тот, кто наблюдает за всем этим, да, что мне не обязательно верить в каждую мысль, которая ко мне приходит. И тогда, когда я верю в эту мысль, я фактически делаю то, что мозг, ну, что ему взбредет, да. А взбредет ему все, что угодно на основании каких-то прошлых опытов, на основании каких-то выводов, которые он сделал очень нелогично, да, очень быстро, очень некачественно. И когда я выбираю не сливаться с мыслью, а это значит не верить в ту мысль, которая сейчас ко мне пришла, и по-хорошему вообще каждую мысль, которая приходит, хорошо бы подвергать сомнению, особенно если эта мысль чувствуется плохо. Да? И когда я выбираю в нее не верить, когда я выбираю хотя бы поставить ее под сомнение, у меня появляется вот эта свобода. Да, что я могу делать дальше? Я могу создать для себя некую новую поддерживающую мысль, которая приведет меня или хотя бы приблизит меня, да, к желаемому результату. Либо я могу скатиться дальше в это неосознанное автоматическое реагирование, да, и просто двигаться по накатанной.
И Байрон Кейти, очень известный автор американский, который написал книгу «Любить то, что есть», там и много других книг, сказал такую фразу, да, что не мы думаем, а нас думают. Нам свойственно ошибаться и думать, что это мы выбираем мысли. И если уже эта мысль ко мне пришла, значит, она 100% верна. Но нет, мы не выбираем мысли. И более того, мы не можем от них избавиться в том числе. Да? То есть сделать так, чтобы мысль не приходила вообще. То есть вот как говорят, мы прошьем там ваши, не знаю, ваши установки и так далее. Вы избавитесь там, от каких-то старых установок, негативных установок и так далее. Но избавиться практически невозможно. То есть можно сократить, то есть можно натренировать себя настолько, что ты будешь ловить эту мысль на подходе и выбирать тут же, да, как ты хочешь действовать, как ты хочешь себя чувствовать, да, во что ты хочешь верить. То есть менять, только эта мысль как бы появляется, и ты ее сразу меняешь на противоположную, да, на ту, которая тебе помогает, и дальше ты уже действуешь по-другому. И со временем, если это делать постоянно, то это тоже превращается в некий такой автоматизированный процесс. Но эти мысли, они все равно будут продолжать приходить. Эти мысли, я имею в виду, да, какие-то вот такие негативные установки про себя, что я, не знаю, неэффективная, что я недостаточно хороший эксперт, что я недостаточно хороша, красива и так далее, да, у каждого свое. И вот эта негативная эмоция, она всегда является результатом конфликта, да, про который я уже говорила. То есть эмоция, она появляется в теле как результат сопротивления. И ранить можно, то есть нас задеть можно только тогда, когда часть нас уверена в том, что это правда. Допустим, да, кто-то вам что-то сказал обидное, и это прям чувствовалось обидно. Обидно чувствовалось, потому что часть вас поверила в то, что, верит, что это так. А другая часть с этим не согласна, и она считает, что вы должны быть другими. Да? И вот это сопротивление, оно создает эмоцию, которая чувствуется как обида. И вы можете в следующий раз понаблюдать, да, как эти эмоции, раздражение, обида, злость, страх, как они чувствуются в вас на уровне тела, что происходит с телом. И когда вы погружаетесь в тело, когда вместо того, чтобы думать, что я обижаюсь, что этот человек такой-сякой и так далее, да. Вместо этого вы концентрируетесь на том, чтобы прочувствовать эту эмоцию полностью. Концентрируйтесь на ощущениях в теле. И тогда вы ее не блокируете, она проходит. Когда эмоцию не блокируешь, она проходит за несколько минут. Да, ее можно глубоко почувствовать, да, она пройдет. И когда она проходит, соответственно, вы уже приходите, да, в нормальное состояние, и дальше вы уже действуете не из эмоций, обиды, там, страха и злости, а вы уже действуете из спокойного, сбалансированного состояния. И в этом в том числе цель коучинга, чтобы мы принимали решения и чтобы мы действовали, да, не из как бы неконструктивных эмоций, да, а из конструктивных, как радостное спокойствие, да, и как мудрость. И если мы не позволяем себе сливаться, цепляться за вот эти вот мысли, сливаться с мыслями, то у нас не происходит вот этой реакции, да, избегания, компенсации, когда мы хотим заесть, когда мы хотим поспать, когда мы хотим посмотреть сериал вместо того, чтобы сделать, что нужно, когда мы начинаем лениться, когда мы прокрастинируем, когда мы начинаем в ответ нападать на человека или просто застывать и как бы ничего не делать, да. То есть когда мы видим, что есть вариативность, что я выбираю, как мне к этому отнестись, да, к тому, что произошло, что мне почувствовать, да, и как мне среагировать, вот здесь как бы для меня настоящая свобода и возможность качественно влиять вообще на мой жизненный опыт, да, на то, что я чувствую, через что я прохожу. И вот это цепляние, да, за я, за эго, это в том числе, да, как цепляние за мысли.
И суперсила как раз-таки в том, чтобы понимать, что мозг и мои мысли – это не я, а мозг – это инструмент, который был мне дан, да, и я с помощью него могу прожить максимально интересную, да, максимально наполненную, максимально хорошую жизнь. И тогда появляется вот эта мотивация посмотреть на это как на некую игру, как на некий такой квест, а как я могу подумать по-другому, как я могу в этой ситуации, да, какую я могу себе создать мысль, чтобы отреагировать по-другому, чтобы чувствовать себя по-другому, чтобы чувствовать не обиду, допустим, да, а сопереживание, да, а сострадание, а даже любовь к этому человеку, да. И вначале это всегда тяжело, потому что такие чувства, как злость, обида, страх, они усиливают эго, и эго цепляется за эти эмоции, ему как бы сложно их отпустить. Обида и страх – это эмоции обездвиживающие, да, то есть они как раз-таки отдаляют нас от результата. То есть у нас тема сегодня же еще о том, о повышении качества жизни, да, уровня жизни и о том, как приходить к целям. Так вот, вы понимаете, что как мы думаем, да, как способ мышления влияет на наши реакции, на наши действия, и как эти эмоции, да, влияют на то, что мы по факту не двигаемся, не идем, или двигаемся медленно к цели, или не делаем ничего, или наоборот отдаляемся, да, то есть принимаем какие-то решения, которые нас уводят в сторону. И поскольку для эго вот эти эмоции чувствуются, то есть для нас они чувствуются плохо, но для эго они как бы поддерживают его, да, как бы как сказать, делают его легитимным. А что растворяет эго? Это как раз-таки любовь. И в буддизме есть практика взращивания бодхичитты, да, и вообще, почему в разных религиях, да, такое внимание именно чувству любви, потому что оно на самом деле, вот это чувство безусловной любви, оно на самом деле самое сильное из всех. То есть не страх, не злость, да, не агрессия, не сильнее чистой, искренней, безусловной любви. И если вы переживали это вот момент, когда у вас появился ребенок на свет, да, такие очень сильные, захватывающие эмоции, что у вас перехватывает дыхание, и вы, ну, то есть это очень сложно на самом деле эмоционально пережить. И вот это чувство, оно растворяет эго. Почему это так страшно? Потому что для эго это, ну, это грозит, да, то есть для него это опасно. Это чувствуется как опасность. И это, конечно, интересно, потому что любовь – это некий такой, ну, как путь, да, к освобождению. И здесь мы говорим про любовь не только в каких-то, да, конкретных ситуациях, там, к близким, к детям, к мужу и так далее, да, но мы можем базироваться, да, на любви, мы можем вызывать это чувство любви в абсолютно каждом виде деятельности. Даже вот для, допустим, экспертов, да, для тех, кто работает в продажах и так далее, можно делать, можно работать, можно развиваться, можно масштабироваться, можно увеличивать свой доход, можно повышать уровень жизни через, да, состояние любви. И это работает очень мощно, потому что любовь, она как бы она растворяет страх. Да? То есть противоположность страху – это не смелость на самом деле, это любовь, да? Потому что там, в этом состоянии чистой любви, там действительно нет страха. Мне очень нравится книга, ну, многие книги его стишься Далай-ламы, да, по поводу любви, и книга Нила Волша «Беседы с Богом», да, которая, ну, как бы, интересно, он там описывает
вроде как бы религиозные какие-то моменты, но, ну, он говорит про Бога, да, но то, что он говорит, оно как бы объединяет на самом деле все религии в себе. Вот. И это дает прям прочувствовать очень мощно вот это состояние любви и как из него можно действовать, да, как это состояние можно не рандомно ловить периодически, а осознанно вызывать в себе, да, осознанно, намеренно создавать его, да, и действовать из него. И как вам, да, как вам вот такая мысль о том, что мы не любим человека, и, вернее, мы любим не человека, да, а мы любим свои мысли о нем, потому что на самом деле мы как такой человечек, который проигрывает, да, кинопленку. И мы видим постоянно, вот как бы наша реальность – это то, что мы себе проигрываем, да, вот, через эту кинопленку. И все, что мы видим, да, это отражение наших мыслей. То есть мы не видим реальность такой, какая она есть, да, объективно, как несуществующую, да, как нечто обусловленное, как нечто, на что мы просто навешали какие-то обозначения, да, некие ярлыки. Нам кажется, что то, что мы видим, это правда, все так и есть, да. Но когда мы думаем, что я на самом деле люблю не конкретного человека, а я люблю то, как я о нем думаю. Я думаю, что он добрый, я думаю, что он заботливый, я думаю, что он там, да, надежный и так далее. И мне нравятся эти мысли, и я чувствую себя хорошо именно потому, что, да, у меня есть эти мысли. И также мы раздражаемся не на конкретного человека, а на то, что я думаю по поводу его слов, по поводу его поступков и так далее. И я могу выбрать на самом деле, да, что мне по поводу этого подумать, в зависимости от того, что я хочу чувствовать, да, и как я хочу действовать. Вот. И хочу сказать про недвойственность ума, да, то есть я уже немножко говорила, что когда мы цепляемся, когда мы начинаем верить в какую-то конкретную мысль, да, что так не должно быть, или что это неправильно, да, или что это проявление неуважения, там, или что-то еще, мы концентрируемся на этой мысли, и в момент концентрации мы не видим, да, всего остального. Мы не видим многочисленного поля других выборов, да, другого отношения к этому. И поэтому важно, поэтому важно, да, как мы можем вот эту мысль отследить. Они же проскакивают очень быстро, мы их даже не замечаем. И поэтому эмоции, то есть когда мы себя начинаем уже плохо чувствовать, да, когда мы начинаем раздражаться, когда мы начинаем чувствовать что-то в теле, когда мы начинаем чувствовать тревогу или какой-то дискомфорт, это на самом деле сигнал. То есть мы же пытаемся от этого убежать, мы пытаемся всячески сделать так, чтобы не чувствовать себя плохо, потому что нам кажется, что это, ну, что с нами что-то не так, да. Но на самом деле это как сигнал, как такая сигнальная вот красная лампочка в автомобиле, которая говорит: посмотри, что-то сейчас происходит не так, посмотри на то, что ты думаешь, потому что ты себя чувствуешь сейчас так именно из-за того, что ты подумал что-то не то, да, подумал куда-то не совсем в ту сторону. Вот. И вот эта эмоция, она является сигналом. Обратить внимание на мысль, и вот там мы уже, да, можем выбрать, да, то есть мы там уже можем перевести свой фокус, да, свой фонарик вниманием, да, как фонарем себе подсветить, а куда я хочу сейчас пойти, да, туда я хочу или все-таки в другую сторону. Вот, соответственно, да, когда мы цепляемся за одну мысль, когда мы цепляемся за одно чувство и начинаем его дальше с помощью мыслей углублять, да, мы лишаем себя выбора, да, почувствовать себя по-другому конкретно в этом моменте. Вот. Поэтому мы всегда, да, выбираем, да, на какие мысли направлять фокус, соответственно, да, на какие эмоции себе создавать и какие реакции.
И здесь хочу поделиться практикой. Давайте сделаем сейчас вместе. Практика называется Tinkerbell. Кто помнит Питера Пэна, да, там, значит, эти феи, для того, чтобы дети взлетели, они их посыпали там волшебной этой пудрой. И важное условие было, что ребенок должен был вспомнить что-то воздушное, да, что значит воздушное, вспомнить какой-то момент в жизни, когда было очень хорошо. И сейчас давайте, да, сделаем это вместе. Можете закрыть глаза. Для начала предлагаю подышать. Коробочное дыхание, когда вы вдыхаете на 4 счета, задерживаете дыхание на 4 счета, выдыхаете на 4 счета и задерживаете дыхание на 4 счета. Я помогу, я сначала посчитаю, да, а дальше 2 раза вы сделаете сами. Итак, вдох. 1, 2, 3, 4. Задержка. 2, 3, 4. Выдох. 2, 3, 4. Задержка. 2, 3, 4. Еще раз. И еще раз. Вот, и теперь, да, вспомните этот момент, когда было безумно хорошо, когда вы чувствовали радость, когда вы чувствовали спокойствие, умиротворение. Вспомните, где вы были, с кем вы были. Прям почувствуйте это снова в деталях. Как это было и как это чувствовалось. Если кто-то хочет, вы можете сейчас включить камеру, да, и поделиться. Рассказать о том, какой это было, какой это был момент. Заяна, у меня Мгм. сейчас приходят моменты радости от достижений, радости от побед, радости, когда я вот была в какой-то активности, что-то делала, а вот просто радости от бытия мне вот не приходит, просто чтобы вот я есть, я там что-то такое обычное делаю, такого что-то у меня не приходит. Нет, да, это может быть радость от чего-то, да, то Да. есть поделись какое-то, вот знаешь, самое, может быть, сильное, да, переживание, то, что приятнее всего ощущалось. Ну вот победы в жизни, когда я там или на сцене была, я там выступала, вот это вот было ощущение такое очень яркое. И ну, когда по жизни, когда что-то решалось с Да. помощью каких-то там усилий, что это там очень сильно вкладывалось, решалось в мою пользу, эти я помню, это были яркие.
Скажи, а вот момента. когда ты, да, ты говоришь вот про сцену, Мгм. можешь вспомнить, какой это был? То есть что ты чувствовала? Как это чувствовалось для тебя? М, Была какая-то валидация внутри, что я могу, что оказывается я могу, что у меня получилось, что я не хухры-мухры там. Ам, А как это что чувствовала? ну, я не знаю, я сейчас уже не помню, это было очень давно, что мне какие-то, что меня оценили, что я нравлюсь. Ну, это я сейчас так анализирую, я уже не помню, что именно. У меня тогда было такое какое-то, ну, триумфальное чувство. Я Это молодец. было что? Это была это был восторг, это была эйфория? Да, как И это чувствовалось? восторг, и эйфория, да, и какой-то вот ну, эго мое радовалось тоже, я так сейчас М, вспоминаю, да. Да. А как это? То есть сейчас ты чувствуешь это сейчас? Я сейчас только это вспоминаю. Сейчас у меня уже сейчас другие установки, что, может быть, и мне и не надо было все это проходить. Ну, как бы уже я там начинаю искать Да. какие-то там А вот если ты вспомнишь сомнения. саму, да, само это эмоциональное состояние, если ты вспоминаешь, да, как ты себя чувствовала, то как, это влияет на твое состояние сейчас? Но, с одной стороны, оно мне дает такую подпитку, что это все-таки я была тогда. Как бы у меня было очень много энергии, я была вся такая, ну, мне было по кайфу заниматься этими всякими выступлениями, сценой. Я действительно кайфовала в эти моменты. Когда мне не очень хорошо, я иногда туда возвращаюсь. М, Вспоминаю, да. мгм. Ну, так. Класс, да. Да, то есть смотри, то есть как бы, да, в чем суть, практики, просто что важно увидеть, да, что, ну, ты это и делала на самом деле, да, то есть ты говоришь, когда тебе было, да, когда Мгм. ты чувствуешь себя не очень, ты туда иногда возвращаешься. И как раз таки, это показатель того, что, вне зависимости от того, да, какое у тебя окружение, что у тебя сейчас происходит в жизни, ты можешь осознанно выбрать, как себя почувствовать. То есть ты можешь намеренно создать себе вот эту эмоцию, да, и ты можешь ее вспомнить, просто потому что когда-то ты это чувствовала, ты можешь сейчас прожить ее, может быть, не в той же мере, неважно, да, но ты Мгм. можешь это вспомнить. И это значит, что ты можешь, м, это значит, что твое эмоциональное состояние не зависит на самом деле от обстоятельств. Допустим, если бы, да, сейчас человек был в каком-то удрученном состоянии, да, и он бы проделал это упражнение, он бы также почувствовал вот некий подъем. И это значит, М. что его состояние на самом деле, потому что мы-то думаем, что оно зависит от обстоятельств, но на самом деле мы понимаем, что мы можем им управлять. И вот это как раз-таки важно увидеть. И да, то, что мы сейчас, делали, это создание, состояния, да, эмоционального фона по намерению. И это то, что коучи делают, да, то есть они выводят человека из вот этого автоматизированного процесса реагирования, и они, начинают вместе с клиентом, да, создавать, мысли, создавать эмоции и реакции по намерению, в зависимости от того, к чему человек хочет прийти. Вот. И вот это как раз-таки вот этот момент свободы. Многие говорят: "Хорошо, как мне перестать там прокрастинировать? Как мне, прийти к результату, там, к цели, к которой я иду уже 10 лет, у меня все никак не получается?" Да. Но дело в том, что если мы, м, повторяем все те же действия, если мы думаем определенным образом, э, чувствуем одинаковые эмоции, да, реагируем одинаково на ситуации, которые повторяются, да, то мы не можем получить новый какой-то результат. Мы можем что-то потихонечку менять, постепенно, что-то осознавать, там, как-то менять, но это происходит часто болезненно, потому что мы бьемся об реальность, и нам постоянно показывают, что как бы, да,
как бы хотят обратить наше внимание на то, что все-таки от нас зависит, да, то, как мы себя чувствуем. Вот. И, собственно говоря, тогда получается, когда я уже сам это создаю намеренно, тогда получается вот этот условный прорыв, потому что прорыв, он основан не на новых действиях со старым мышлением, а прорыв основан на новом мышлении. И когда мы ставим какие-то очень большие цели, да, с клиентами, то мы трансформируем это так, что просто и есть такое тоже заблуждение, что когда я что-то получу, вот ты говорила, да, про то, что хорошие эти эмоции были связаны с достижениями. То есть нам кажется, что если я что-то получу, я что-то, не знаю, сделаю, чего-то добьюсь, мне станет лучше, я стану лучше себя чувствовать. Мы вообще, в принципе, все делаем для того, чтобы почувствовать себя лучше. В любом действии, да, в любой покупке, в любом обучении, в любом действии всегда мотивация почувствовать себя лучше. И когда, так, потеряла мысль. То есть мы хотим почувствовать себя лучше, но мы при этом, да, как бы наступаем на старые грабли постоянно. И когда мы выходим из этого круга, мы смотрим на, да, то есть вот в этой системе мета, тогда получается, что, ну, фактически мы можем делать вот эти прорывы. И, вот вспомнила, то есть когда мы ставим большие цели, мы уходим от вот этого мышления в рамках того, что вот я сейчас туда приду, мне главное, да, добиться цели, и тогда мне станет хорошо, и тогда я буду классным, признанным, и тогда я буду, значит, сам себя любить, да, сам себя ценить, и тогда это будет значить. То есть мы берем цель как некое подтверждение того, что я хороший, да, вот. Но в работе на самом деле мы идем по-другому. Мы сначала становимся тем, для кого вот эта цель является нормой. То есть мы сначала меняем свое восприятие, свое мышление, а потом уже реальность, она как бы догоняет. Да, и потом мы уже получаем то, что мы хотим, но это является не самоцелью, это как бы некий такой побочный эффект получается. И как это влияет на качество жизни, на достижения? То есть мы подвергаем мысли сомнениям, выбираем, в какую мысль поверить, да, то есть создаем для себя на самом деле заново, да, новую мысль, от которой мы чувствуем себя хорошо. И эта мысль, она ведет к продуктивной эмоции, а эмоция ведет к продуктивному результату, да, к действию. И это действие ведет к тому, что мы, да, приходим к желаемой цели. Но если мы уже, да, то есть если мы уже нашли себя, опомнились, когда у нас уже пошла какая-то эмоция, да, и мы себя уже не очень хорошо чувствуем, то мы даем себе время прочувствовать ее до конца, прям почувствовать. Эмоция, ну, это не страшно, да, эмоция – это всего лишь вибрация в теле, она нас не убьет. Нам может быть безумно грустно, нам может быть очень обидно, мы можем быть очень разочарованы. Самое больное, когда да, эмоции по поводу себя, когда я разочаровываюсь в себе и там посмотреть на то, что я могу быть там никому не нужен и так далее, и так далее. Да? То есть не бояться смотреть туда, прожить это, потому что это не убьет, это сделает тебя сильнее. Ты поймешь, что там нет ничего страшного, что там не от чего убегать, и тогда ты, когда ты ее проживаешь до конца, в конце ты уже можешь, да, там на обратной стороне вот этих вот негативных эмоций всегда идет эмоция-спутник. То есть на обратном конце всегда эмоция, которая дает на самом деле силу, которая дает поддержку. И мы ее, когда мы прожили эмоцию, мы ее тогда начинаем видеть, да, и мы из нее уже можем выбрать, как нам действовать. Вот. И в итоге, то есть если мы знаем, да, используем на практике эти инструменты, они вот то, что я перечислила сегодня, да, это не цепляние за «я», это
деление, да, обстоятельств и мыслей, да, видеть, что ну, реальность или обстоятельства, они нейтральны, что что все относительно, да, понимать то, что мозг не дуален, что мы в момент фокусировки, да, на чем-то одном мы отбрасываем все остальное. То есть практически использование вот этих знаний, да, оно ведет к тому, что мы проживаем жизнь уже по-другому, да, более полно. У нас вот это состояние баланса, состояние вот этой мудрости, какое-то внутреннее спокойствие внутреннего ощущения безопасности, оно становится преобладающим, да, и вот эта практика, когда мы отслеживаем, какие эмоции я испытывала там на протяжении недели, смотрим месяц, там 3 месяца, год, мы видим, да, вот эту динамику. И наша задача как раз-таки прийти к состоянию, когда преобладает состояние, и даже не вот эти вот качели, когда мне супер хорошо, а потом меня снова там, да, накрывает, и я опускаюсь на дно, а именно вот это вот как срединный путь, да, то есть среднее состояние радостного спокойствия, потому что только из него мы можем создавать для себя вот этот уровень жизни, да, создавать для себя качество жизни. Из него мы можем принимать достаточно принимать одно качественное решение в день, да, для того, чтобы двигаться быстро, для того, чтобы не хаотично двигаться к какой-то непонятной цели, а выбрать достойную цель и двигаться к ней более-менее прямо, да. Вот, и мне кажется, что, да, Лен, сейчас мы уже заканчиваем, тогда я поотвечаю на вопросы. И мне кажется, что вот для тех, кто знаком, да, с буддизмом, кто постоянно в этом, кто читает, кто практикует, это, ну, очень мощный инструмент, да, и это то, что сейчас используют очень дорогие коучи. И это то, что, ну, многие коучи, вот, и уже не помню, как его зовут, да, но коуч, который работал с Стивом Джобсом, допустим, да, то есть там были какие-то моменты из МКП тоже, да, вот, поэтому важно, как сказать, важно понимать вот этот потенциал, и это дополнительная мотивация еще, да, практиковать и совершенствоваться в своей практике. Здесь список книг, которые могут, да, оказаться полезными. Так, и ну да, и если у вас есть запрос, да, то я хотела, кстати, предложить, что вы можете написать мне в личку, да, и я для вас проведу 30-минутную сессию, когда мы с конкретным запросом поработаем и с одним запросом конкретным. Вот. И вы просто увидите, как это на практике, да, потому что когда об этом рассказываешь, это может быть не совсем понятно. Вот. На практике в конкретных ситуациях это более наглядно.